Исправительная колония – это не жизненный тупик. Ее можно определить как остановку, на которую у человека появляется возможность пересмотреть свою жизнь. С детства у меня, получается, мать меня, то бишь, не воспитывала. Рос я на улице. Мама постоянно пила. По улицам так ходил. Мама теряла, домой приходил. В итоге начал совершать преступления. Сначала административные. Потом дошло до такой степени, что были уже суды. Условный срок давали мне. Потом заехал вот сюда вот. В лагерь приехал в прошлом году, в ноябре 16-го мама умерла. Свой талант раскрыл еще на воле. А сюда, когда заехал, спросили в отряде, кто умеет петь. Я сказал, я умею. Первый концерт у меня был. На 8 марта я выступил. Я сюда прихожу, я открываю свой дух, забываю, что я сижу в тюрьме. Чувствую, что музыка это мое любимое занятие. На природе я на хмусе играл, чтобы настроение поднять. Музыка это как часть человека. Она отражается от него. И помогает все. Осужденные отбывают наказание не только в буквальном смысле слова, но и в производственных цехах. Профессиональное обучение и труд действительно способствуют их исправлению и дальнейшей социализации. Это тот случай, когда работа не наказание, а спасение. Хлеб наш насущный дашь нам весь, и остави нам долги наши, якоже мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, яко Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пройти сложный путь осужденным помогает вера в Бога. Раскаявшись, каждое утро они начинают с молитвы в православных храмах и других культовых сооружениях, расположенных прямо на территории колоний. Таинства, которые Господь нам оставил, есть в церкви, это 7 таинств. 2 из них важных таинства, это у нас исповедь таинства, причастие. Но вот это вот помогает бороться именно
Есть молитва, пост, это тоже все помогает бороться с грехами и страстьми. Это вот духовная дисциплина. Каждый день надо читать молитву, утреннее, вечернее правило. Себя не надо нагружать, конечно. Все, духовная пища берется помаленьку, по чуть-чуть, потихонечку. Это все с годами нарабатывается. Потому что когда человек все наберет много на себя, он дальше это не сможет исполнять, потому что это очень тяжело. Так, осужденные учатся смирять себя, прощать и дорожить простыми жизненными ценностями. Многие развивают свои творческие способности. Андрей, расскажи о своей картине. Я также вижу свое ближайшее будущее. То, что освобожусь, как говорится, буду заниматься проблемами семьи, вот, решать бытовые проблемы. Я как бы человек такой, сам по натуре домосед, люблю общество, но все равно тяготею к домашней обстановке. Люблю бывать в обществе среди людей, но все равно тянет домой. Всегда. У меня в жизни так. Я сам по себе такой человек. Хорошо. В своей душе вижу, что я занят на работе там, своими делами. Прихожу домой, дома всегда ждут, любят какой-никакой свой человек, да? Дома уют, чистота, порядок, дети, любящая жена. Наш дом всегда открыт для гостей, там, для соседей, для друзей. Дружим с семьями. Они к нам в гости приходят, мы к ним. Хорошо. Скажи, у тебя где твой главный герой? Кто он? Вот на картине, вот где он именно расположен? Главные герои – это все домочадцы, независимо. Там, глава семьи, все для меня главные герои. Ну, расскажи тогда, где кто? Так, начну с себя. Это вот я, жена, маленькая дочка, ну и обстановка, интерьер, мебель. Все как должно быть дома, в каждой семье. 14 лет первый раз посадили. Ну, мне кажется, это вот тогда была ошибка вот сюда, наверное. Именно в тот момент я понял, что это не мое все. Вот я последний раз освободился, меня ни в одной организации не взяли. 12 месяцев я ездил, никто меня не взял на работу. Я думаю, что нужно все-таки слушать маму, папу. Не что улица воспитывала. Оно же оттуда все начинается. И оно, если оно пойдет нормально, в жизни будет нормально. Ну, сейчас все, конечно, осознаю все. Устал уже, 40 лет уже. Практически полжизни есть правило. Кто 7-й, 6-й срок сидит. И я не знаю, вот сейчас я хочу землю зубами грызть. Я не хочу сам шпаклать. Сейчас жена, все, дети все ждут. Хотим уехать поменять место жительства. Поэтому буду держаться, хвататься за все. Надо бы двор поднести, я буду подметать. И что только что для нас. И, если честно, некогда было. Но освободился, сел. И не получалось. А здесь, да, вот, дают возможность развиваться, стать тем, кто мы можем быть. В Республике Саха-Якутия созданы определенные условия для того, чтобы граждане соблюдали закон и соблюдали права человека.
Надо подчеркнуть о том, что с 2018 года на территории городского округа город Якутск Республики Саха-Якутия проводится социально-благотворительная акция «Путь дому». И целью этой акции является возвращение граждан в нормальную жизнь. Особо хотелось бы подчеркнуть, что более 60% граждан, которые обращаются за социальной помощью, являются лица, отбывшие наказание в местах лишения свободы. И одним из основных проблем в данном аспекте является содействие трудоустройству. И серьезной проблемой является отсутствие жилья на местах, откуда прибыл гражданин для отбывания наказания по приговору суда. Это и бывает, когда и родные отвернулись от такого гражданина. Это и отсутствие документов, это и отсутствие профессии. Поэтому вопросы реабилитации граждан, которые находятся в местах лишения свободы и отбыли наказание из мест лишения свободы, стоит на сегодня очень остро. На сегодняшний день мы внесли предложение в адрес депутатского корпуса Республики Саха-Якутия о разработке законопроекта, который был бы направлен на профилактику бродяжничества, попрошайничества и также реабилитацию лиц, которые отбыли наказание в местах лишения свободы. Я сотни стен строил вокруг, я сотни раз сжигал мосты, как в мечтах, лишь которых ты, закрывая глаза, не видя сны. И далеко где-то в небесах мой плач и ангела о моих грехах. И вместе с ним плачут небеса, но не плачу я. Души тюрьма, холод, пустота, запрет такой, это жизнь моя. Дым сигарет, словно теплый плед, и крепкий чай, как бокал вина. И сотни раз шел на зло судьбе, смешно, но все же она сильней и заставляет нас за все платить, когда не жить, что я мог бы жить. Спасибо. И всем обидно.